Ежегодно второй четверг марта отмечается Всемирный день почки. В текущем году впервые этот день посвящен проблемам почечной патологии в детском возрасте и пройдет под девизом «Неделя здоровых привычек». Первая благотворительная акция «Пульс надежды» прошла сегодня, 10 марта, на площадке «Солнечный город» педиатрического центра Республиканской больницы номер 1. В рамках акции были проведены бесплатные консультации детских нефрологов. Организаторы проекта «Надежда на будущее» презентовали родительский клуб, который объединит родителей, чьим детям жизненно необходима трансплантация почек. Также прошло открытие передвижной выставки проекта, которая будет размещена в последующем во всех медицинских учреждениях Якутска и общественных местах для привлечения населения к профилактике заболеваний почек. Сегодня объявляем старт недели здоровых привычек. И одной из здоровых привычек мы призываем горожан хотя бы один раз в год обследоваться у нефролога, чтобы удостовериться, что почки у них здоровые. И каждый день выпивать по стакану чистой воды, как стали, и чуть-чуть поменьше соли в еде, чтобы беречь почки. Заниматься спортом, физическая активность еще. Акцию «Пульс надежды» посетили родители, чьи дети являются пациентами отделения нефрологии педиатрического центра Республиканской больницы номер 1. Мама маленькой пациентки отделения нефрологии Насти Марковой, Туяра Валерьевна, является одним из организаторов проекта «Надежда на будущее». Почечная заместительная терапия. У нас мы каждый вечер делаем сами самостоятельно дома процедуру перитонеального диализа, который очищает организм ребенка от токсинов. Вот очень много детей бывает, лежат в нашем отделении, и гемодиализ очень губит организм ребенка маленького. И поэтому было бы очень хорошо, если бы у нас умели здесь врачи ставить такой катетер, потому что для маленьких детей это самый лучший выбор, потому что они должны вырасти для пересадки почки. В первую очередь всегда надеяться на лучшее, верить в лучшее. И не всегда стоит ругать врачей, потому что зачастую проблемы со здоровьем ребенка – это ответственность на родителях. Зовут Осипова Валерия Ивановна, ей 10 лет. Мы лечимся здесь в медцентре с прошлого года. У нас диагноз хронический гломерулонефрит. Здесь мы пролечились, периодически мы сюда находимся. Пока сейчас мы на уколах, уже новое, от таблеток перешли к уколам, потом посмотрим, где-то 3 месяца мы должны получать уколы, потом еще другие таблетки. И потом, у нас мечта такая, чтобы стала ремиссия. Как рассказала ЕСЯ, заведующая детским отделением нефрологии педиатрического центра Александра Горохова, заболеванием почек в Якутии страдают дети от 0 до 18 лет. В мире считается, что от не менее 10% людей имеют разные стадии хронической болезни почек. И так как болеют в основном трудоспособное население, поэтому профилактику нужно начинать уже в детском возрасте, чтобы люди знали, что есть такие болезни, которые приводят к высокой инвалидизации и к ранней смертности. У детей, конечно же, на первом месте идут врожденные заболевания почек. Врожденные, то есть различные аномалии, либо неполноценные почки. Сейчас еще много недоношенных, у них тоже незрелые почки. Но так как мы принимаем все усилия, и лечебные, диагностические, и оперативные, поэтому мы во взрослую сеть передаем часто практически всех с функционирующей почкой. В детском возрасте в этом отношении настороженность больше, чем у взрослых. В рамках Всемирного дня почки в Якутске пройдет ряд благотворительных акций. В период с 10 по 17 марта на 3 площадках Якутска, а также города Покровск пройдет акция «Здоровые почки для всех», где каждый сможет бесплатно пройти обследование. Надежда Ефимова, Николай Необутов, ЕСЯ.